Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. О сложностях в проведении реформ Абхазское народное движение провела круглый стол на тему «Эффективность государственного управления как фактор устойчивого развития». Поздравление ученому и гражданину Олегу Гварами отмечает день рождения. Отец Эрика Чкаду отказался давать показания против сына. Продолжилось заседание Верховного суда Абхазии по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. Начнем с эпидемиологической ситуации в республике. Согласно сообщению оперативного штаба за 7 сентября, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 399 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет 25 622 человека. Зарегистрировано 387 летальных случаев. Выздоровели 21 525 человек. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части Ткуарчала провели дезинфекцию территории рынка и центральной районной больницы Ткуарчала, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Ранее военнослужащие обработали около 120 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры в Гудауте, более 40 тысяч квадратных метров в Гагре, объекты в Сухуми и Гагре. Российские специалисты разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности может определить наличие коронавируса у человека. Об этом РИА Новости заявила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко. 27 минут проходит от момента забора материала до получения результата. Она отметила, что при определенной доработке созданная диагностическая система сможет выявлять и другие антигены. Общественно-политическую ситуацию в стране накануне в Сухуми обсудили президент республики Аслан Бжани и руководители различных оппозиционных партий и движений. Представители оппозиции предложили руководству страны рассмотреть ряд инициатив. Встреча прошла в конструктивной форме. Инициаторами встречи выступили представители оппозиции. Как в частности отметил по итогам встречи председатель Республиканской общественной организации Айдгалара Кан-Кварча, президент пригласил нас на обсуждение вопросов, связанных с реализацией нашей инициативы о путях выхода из внутриполитического кризиса. Участники наметили ряд мер по реализации инициативы Айдгалара о политической амнистии и путях выхода из внутриполитического кризиса. По словам лидера Айдгалара, будет создана совместная рабочая группа по подготовке документа. Общественная организация «Абхазское народное движение» провела круглый стол на тему «Эффективность государственного управления как фактор устойчивого развития». Обсуждали предложенные АНД реформы исполнительной власти, а также сложности и подводные камни в их реализации. В качестве спикеров были приглашены эксперты, предприниматели, представители администрации президента, а также бывшие и нынешние чиновники. Мы все, я думаю, можем за тезис взять, что есть некие проблемы, да, с госуправлением в стране, есть сложности. Спектр оценок может быть разный в зависимости от точки зрения, угла подачи, но тем не менее мы все должны признать, что есть какие-то перспективы и зоны роста, которые необходимо задействовать. Это важно. Собственно, это наша, наверное, основная цель сегодня. Я полностью согласен, что методологический кризис присутствует, но структурный тоже есть. Он явственный просто. К тому моменту, как мы вот сейчас сидим здесь и обсуждаем ситуацию в стране, фактически у нас сохранилось только подобие государства. Государство, которое не способно решать элементарные проблемы. Я уже не говорю о таких сложно структурированных проблемах, как энергетика и санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. Примеры энергетики просто вопиющие. Ни органы государственной власти, к сожалению, не смогли эту проблему решить.
масштабы этой последствия нерешенной проблемы мы почувствуем через некоторое время. Самая главная проблема, которую я вижу, это отсутствие ответственности. У нас ни у кого из чиновников никакой ответственности нет. У нас президент не ответственен ни перед кем. С того момента, как мы его избрали, мы не можем влиять ни на его решения, ни на его мнение. Он даже не прислушивается к мнению общественности. И для того, чтобы как-то воздействовать на ситуацию, мы должны откатиться в Средневековье и обязательно привести на площадь перед его администрацией огромную толпу людей. Нам, что бы хотелось бы? Хотелось бы просто принимать участие во всех этих вещах, обсуждениях. И, наверное, для нас очень не хватает вот этой публичной дискуссии между бизнесом и государством, потому что государство ведет себя как вещь в себе. Бизнес всегда пытается понять, что стоит за этой игрой, там, условно говоря, за теми или иными изменениями. И, конечно, это вызывает определенный дискомфорт. Хочется работать благодаря тому, что у нас есть государство, нам помогает, а не вопреки всем этим изменениям, которые происходят. И анализ, который мы провели, позволяет позволяет сказать о том, что, во-первых, у нас было большое количество актов, которые мы меняли систему органов управления. Мы реорганизовывали органы, объединяли органы, разъединяли. У нас были разные формы реорганизации системы, у нас были разные подходы. Значит, кстати, вот в концепции предложенная двухуровневая система, которая предлагается, у нас уже на практике в истории Абхазии уже была не только на уровне концепции, она уже была реализована в какой-то мере. Бывали случаи, когда у нас были приняты указы президента, которые вот на какой-то небольшой краткосрочный период, обычно это происходило после президентских выборов, когда количество органов, центральных органов госуправления, входящих в структуру Кабмина, уменьшалось. Но проходило буквально полгода и год, и мы возвращались опять же к росту. И вот на долгосрочной перспективе мы четко можем определить, что у нас наблюдается поступательное увеличение количества центральных органов госуправления разных его видов. Репортаж с круглого стола смотрите в нашем эфире в среду, 8 сентября. Официальная хроника. Ректор Абхазского государственного университета, кавалер ордена Экзапша первой степени, профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной академии наук Олег Угварами 7 сентября отмечает свое 81-летие. С днем рождения Олег Угварами в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Абхазии Аслан Бжани. Глава государства отметил весомый вклад в абхазскую науку. В день вашего рождения я желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия, сказал Аслан Бжани. Коллектив Абхазского государственного университета поздравляет ректора Олега Угварами с днем рождения. В поздравительном адресе, в частности, говорится: «Мы желаем Олегу Алексеевичу крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и новых открытий во благо абхазского образования и процветания нашей Апсны». В апреле 2021 года ректор АГУ Олег Угварами за свою работу удостоился официальной благодарности президента Российской Федерации Владимира Путина. Смотрите церемонию вручения благодарности руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Вадимом Чеха. Видео из личного архива главного редактора газеты «Абхазский университет» Алхаса Чхамалия. Благодарность за плодотворную деятельность по укреплению российско-абхазских отношений, дружбы и взаимопонимания между народами России и Абхазии. Торжественная награда, благодарность президента Российской Федерации вручается Угварами Олегу Алексеевичу. От имени президента. Как бы хотелось, чтобы народ, который проливал кровь, и не только за свободу своей Родины, но и за преобразование пединститута в университет, понимали роль и значение университета, национального университета. Я думаю, такое время должно прийти. Хватит нам топтаться на месте. Столько неправильных шагов в государстве, что возникают, знаете, как в народе говорят, на безрыбье и рак рыбы. И вот
получается, что мы идем на поводу у ситуации. А ситуацию надо брать в свои руки. Обязательно. Но вот такие великие люди, как Владимир Владимирович, как Виктор Антонович Садович и очень немало других российских деятелей, которые понимают значение науки и образования. У нас было массажирство, а теперь мы перешли к добровольному массажирству. Это нонсенс, это неправильно. Владимир Владимирович видел, он работал в 85-90-х годах в Германии, в ГДР, в Дрездене, где я тоже ряд лет работал, а потом много раз приезжал. И даже мой сын в детском садике был при КГБ в Дрездене, где служил Владимир Владимирович. Это была Ангелика штрассе, и совсем недалеко я жил на Отто Бухет-штрассе в Дрездене. И если мне память не изменяет, я его видел и немалое количество раз еще тогда в Германской Демократической Республике. Я присутствовал на многих съездах Российского союза лекторов, где выступал Путин. И каждый раз просто было, значит, нетрудно заметить, что человек вникает в каждую проблему таким образом, что некоторым профессионалам до этого далеко. Но Россия действительно сделала огромный прорыв, и я думаю, что и дальше. Спасибо. Государственному русскому театру драмы имени Фазилия Искандера исполнилось 40 лет. История Русдрамы началась с «Аленького цветочка». Спектакль в постановке режиссера Михаила Мархоли был показан 7 сентября 1981 года на сцене Абхазского драматического театра. С этого события принято отсчитывать историю Русдрама, который изначально назывался Сухумским русским театром юного зрителя. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил Русдрам с 40-летним со дня основания. В поздравлении главы государства, в частности, говорится: Русдрам – наше культурное достояние. Его история наполнена яркими открытиями, незабываемыми спектаклями и неугасаемым творческим горением. Сегодня, как десятилетия назад, Русдрам хранит верность высоким эстетическим идеалам искусства и в то же время остается современным, настроенным на новаторские художественные решения. К сожалению, театр, как и все культурные учреждения республики, столкнулись с ограничением, но это явление временное. Уверен, совместными силами пандемия будет побеждена, и деятели культуры и искусства смогут реализовать свой потенциал на благо Апсны. Свои поздравления Русдраму сегодня адресовали народная артистка Абхазии России Хибла Герзмава, Министерство культуры Республики Абхазия, коллектив Абхазского государственного драматического театра, директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсали и многие другие. Друзья мои дорогие, всем добрый вечер. Я спешу сегодня поздравить Русдрам с маленьким юбилеем, 40 лет. А в 40 лет жизнь только начинается, как в том фильме. Это я вам уже точно могу сказать. Я желаю процветания этому театру, невероятно красивому театру, уютному, где потрясающая молодая труппа. У них горят глаза, когда они слушают спектакли, как это важно. И они хотят делать очень много нового, и они хотят идти дальше. Там уникальный генеральный директор Ираклий Ревазович Хинба, который за несколько лет сделал очень большой рывок, очень большой рывок. И я ими бесконечно горжусь, и я желаю им прекрасного пути, благородного и благодарного зрителя. Их всех ждут. И какое счастье, что у меня на родине есть такой
красивый театр. Я обязательно приеду, мы обязательно отдельно поздравим этот театр. А сегодня, именно сегодня им 40 лет, я хочу пожелать им процветания. Процветания, добра, мира и любви невероятной. Я вас всех очень обнимаю, ваша Хибла Гирзмава, я вас очень люблю. Президент Республики Абхазия Аслан Бжаня поздравил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с Днем Республики и Днем города Черкесска. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: сегодня Карачаево-Черкесская республика – комфортный и привлекательный регион. Под вашим руководством достигнута социально-экономическая стабильность, развивается бизнес, туристическая отрасль. Абхазия чтит память воинов-добровольцев из Карачаево-Черкесии, ставших на защиту Апсны в самый непростой период становления нашего независимого государства. Мы открыты для развития и укрепления братских дружественных отношений. От всей души желаю всем жителям Карачаево-Черкесии крепкого здоровья, мира, добра и процветания. Отец Эрика Чкаду отказался давать показания против сына. Заседание Верховного суда Абхазии по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019-го продолжилось в здании СГБ. В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авицбе, официантки ресторана «Сан-Ремо» Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авицбе обвиняются Эрик Чкаду, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дату и Демура Халая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Также подсудимые обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Демура Халая обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке группы лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Беслан Бганбы и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Эрик Чкаду обвиняется в хищении транспортных средств, автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. По решению суда рассмотрение дела начали с хищения транспортных средств. Как и на предыдущем заседании, 7 сентября сторона обвинения продолжила допрашивать свидетелей. Слово Элеоноре Гилаян. В суд в качестве обязательного свидетеля был вызван отец Эрика Чкаду, Юрий Чкаду, который заявил об отказе от дачи показаний и ответов на вопросы. Адвокат стороны потерпевших Инга Габилая заявила, что свидетель должен объяснить причину отказа. В соответствии со статьей 8 статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса свидетель отказывается от показаний, уличающих в совершении уголовного преступления его самого, своего супруга, близких родственников. Поэтому мы хотим сделать акцент на данное обстоятельство, и чтобы суд вы выяснили, почему он отказывается. Потому что его показания уличают его сына в совершении преступления, а если, как из заявления Чкаду следовало о том, что он не верит в то, что его сын совершал данное преступление, соответственно, он не может отказываться от дачи показаний. То есть здесь такой идет конфликт интересов, четко расписано в части 8. То есть отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовное преступление. Чтобы это было понятно, потому что я, например, свою оценку буду в дальнейшем давать именно отказу данного свидетеля от показаний. Юрий Чкаду объяснил свою позицию так. Ну да, за то, что я не могу против сына давать показания. По ходатайству стороны гособвинения и с одобрения суда было решено огласить показания Юрия Чкаду, которые были получены в ходе предварительного следствия. В показаниях говорится, что 18 апреля 2019 года к нему в дом постучали сотрудники угрозыска, которые хотели узнать, кому принадлежит гараж, что находится позади его дома. Чкаду ответил, что гараж его. Когда я захотел открыть гараж, я заметил, что ключей нету. Я вспомнил, что ключи забрал мой сын Эрик 16 апреля 2019 года, когда приходил накормить закрытую в верхнем этаже гаража собаку породы Дратхар. Мой сын Чкаду Эрик увлекается охотой, по этой причине держит охотничью собаку. Я предложил сотруднику милиции посмотреть через щель, чтобы он убедился, что кроме личных вещей, используемых в быту, ничего нет. Так, 16 апреля 2019 года я сам заходил в гараж, но кроме личных вещей ничего не увидел. Сотрудник милиции, посмотрев через проем, сообщил, что в гараже стоит автомашина марки Mercedes-Benz Лупаты.
Я был удивлен, что в гараже стоит машина. Тогда я позвонил своей невестке Ахбадили, супруге моего сына Чкадо Эрика, и попросил ее привезти ключи от гаража. Через 15 минут приехала моя невестка с ключами. Сотрудники милиции также спросили меня, кому принадлежит гаражный бокс, расположенный на расстоянии 50 метров от моего гаража. Я пояснил, что данный гараж примерно 5 лет назад принадлежал мне, но мой сын Чкадо Эрик с моего разрешения отдал неким людям, мне неизвестным. Сотрудники милиции с моего разрешения приступили к обследованию гаража. В присутствии меня, двоих понятых, сотрудники милиции из автомашины Mercedes-Benz «Лупаты» изъяли 3 автомата системы Калашникова, боеприпасы, камуфлированную одежду, маски с вырезами для рта и глаз, перчатками и гранату. Изъято упаковали и забрали с собой. Также забрали Mercedes Лупаты. Вопрос. Известно ли вам, кому принадлежит Mercedes-Benz Лупаты, стоящий в вашем гараже? Ответ. Мне неизвестно, кому принадлежит данная машина. Вопрос. Скажите, кто у кого, кроме вас, находятся ключи от гаража? Ответ. От гаражного бокса есть 2 ключа. От маленькой двери находится у моего сына, а у большой двери находится у меня. Однако 16 апреля оба ключа забрал мой сын, Чкадо Эрик, и находился у него, пока моя невестка их не вернула. Вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить, что в вашем гараже оказалась автомашина Mercedes-Benz Лупаты с оружием и боеприпасами? Ответ. Я не знаю, каким образом данная машина попала в мой гараж. Я лично никому разрешения не давал ставить данную автомашину к себе в гараж. Прокурор представлял на опознание подписи Юрию Чкадо, однако тот в ответ молчал. Генеральная прокуратура также зачитала телефонограмму разговора Эрика и Юрия Чкадо от 18 апреля 2019 года. В разговоре Юрий Чкадо спрашивал сына, где находятся ключи от гаража, и объяснил, что сотрудники милиции приехали с обыском. Сын посоветовал отцу сказать оперативникам, что ключи доставят позже. Вот это ключи у кого от этого гаража? Не знаю, нету. Пронесем потом, скажи. Потом так люди приехали, стоят, поломать. А что должны ломать? Нету, сказать надо. И вот этот двойной, что вот этот большой под домом. Не знаю я, скажи, ключи потеряли, пронесем, отдадим. Вот этот замок, ты висит, слушай, ключ маленький. Где это, где? Где возле Умара? А, вот этот ключище? Да. А, нету его. Ну, принесем потом, скажи, приедет сын мой, откроет. Сейчас кто приедет? Сын, скажи, приедет, откроет или кто? Ну, давай кто-нибудь позвони, пускай приедет, откроет. А, давай. В очередном телефонном разговоре Юрий Чкадо объяснил сыну, что в гараже был обнаружен Mercedes-Benz, на что Эрик заявил, что эту машину открывать нельзя. Слушай, вот здесь уже через этот посмотрели, в Лупаске тоже увидел. Алло. А, в Лупаске тоже, все в Лупаске тоже, в Лупаске честь. Какой Лупаске? У меня в гараже стоит в Лупаске. Тоже зашли? Да, через фоточку увидели, в Лупаске стоит. Давай. Отдай ты срочно. Лупаске нельзя открывать. Бля, ну вот и все тебе. Короче, я целый день хотел тебя, не мог тебя подвесить меня, убрать, так сказать, убрать. Короче, домой можно носить такие вещи ставить? Давай, я ушел, короче, давай кого-нибудь пришли, пускай откроет. Также Генеральная прокуратура предоставила экспертизу предметов, которые были изъяты из «Мерседеса». Из них следует, что биологические следы на маске и на куртке совпадают с генетическими следами подсудимого Эрика Чкадо. Следующее заседание состоится 14 сентября. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Наши рейтинги в международном туризме. Абхазия стала вторым по популярности после Турции зарубежным направлением для отдыха в 2021 году. Об этом пишет Вестник Ассоциации туроператоров России. Так, республику, по данным АТОР, посетило не менее 800 тысяч туристов с начала года. Около 700 тысяч туристов летом, включая однодневные экскурсионные группы и самостоятельных туристов на авто. Лидирует с огромным отрывом Турция.
Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха в октябре, пишет сервис twill.ru. При этом дешевле всего провести отпуск в Гагре, дороже в Осташкове. Туристы бронируют отпуск осенью на период от 2 до 12 ночей и потратят на проживание от 1500 до 3400 рублей в сутки. Спорт. Абхазские борцы заняли призовые места в открытом межрегиональном турнире по вольной борьбе с волей к победе в Ставрополе. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из Ставрополя, Дагестана, Абхазии, Осетии, КБР, Калмыкии, Ингушетии и Чечни. Соревнования проходили в 3 возрастных категориях. Абхазию представляли 3 спортсмена из Гудауты. По итогам турнира Умар Хашик занял 1 место в весовой категории 56 килограмм, Леон Малия 2 в весовой категории 54 килограмма и Леон Аграба 3 в весовой категории 58 килограмм. Тренирует спортсменов Айнар Мархолия. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 8 сентября в Абхазии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18, днем до плюс 25. Температура морской воды 25 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.